Всем привет, дорогие друзья, это «Ветви», с вами Кэп, и сегодня в гостях у нашей студии Владимир Мункуев, мой старый товарищ. Старый. Здрасте. Владимир Мункуев – режиссер, который очень давно работает у нас в республике. Последняя работа «Вол Огото». Ничего себе ты выговорил. Я удивляюсь, как ты выговариваешь, потому что ты также не говоришь по-якутски, я это прекрасно знаю. Как ты работал на съемочной площадке, не зная языка? Вот так и работал. Все так же удивлялись, ничего себе. Как собака говорит. Аты кимде не? Ганстин. Раскана дейтін да. Bir жыла қачан ады болды. Жыла. Арай тоғынысында көлі жылалаға тегін. Білген жон барта жылы дейді шүйлер. Оп! Жыла. Ну да, на якутском был. Но меня спасало то, что, слушай, когда я в АГИКи учился, курс Лонхо, еще есть какие-то понятия. Ну, разговорные вещи я еще так понимаю. Хотя нет, не понимаю. На самом деле очень удобно, когда люди думают, что ты не понимаешь. Расскажи немножко о работе над фильмом. Я знаю, что когда ты вернулся сюда после учебы, в планах еще этого фильма не было. Да, в планах его не было. Я занялся своими делами, своей работой. И постоянно Витя Люфу, продюсер, директор студии «Среда», постоянно вот так бегал вокруг и говорил: ну давай снимем, ну пожалуйста, давай что-нибудь снимем. Ну что-нибудь такое, чтобы люди вот смотрели, в кинотеатр пошли. Не то, что ты делаешь там, да, а давай пойдем нормально сделаем. Я как бы, ну, давай. И в какое-то время настал тот момент, когда я все-таки понял, что, нужно что-то делать. Вообще, на самом деле, у нас весь цикл производства этого фильма 4 месяца. То есть июль, мы с июля начали, и это жесть, я скажу. Сценарий написан за 2 недели. Я Вите поставил условия. Я понимал, что у меня, на сценарий вот просто нету времени. Нету времени. А из чего делать, как лепить, непонятно. Я ведь поставил условия, говорю: слушай, запри меня, вот сними мне какую-нибудь квартиру, неважно где. Я хотел вообще где-нибудь на квартале, в ЧБшке. Вот я там запираюсь, ставлю комп, сижу, пишу, никуда не выхожу. Витя сжалился надо мной, он нашел что-то более приемлемое в центре. Но я закрылся и сидел 2 недели, вот прям писал. В итоге родился этот сценарий, по которому мы сняли фильм. Ну, в общем, все происходило, как в сериале «Калифорникейшн». Ну, только вместо Дэвида Духовны. Кого завезли, того завезли. Учитывая то, что у вас были такие сжатые сроки, нельзя не спросить. Вот есть знаменитая поговорка: фильм готов, осталось только его снять. Было ли у вас так, что фильм прям готов, и вы вот приступили к съемкам? Или все-таки это был больше экспромт? Я больше сторонник, чтобы проработать все на сценарном столе, чтобы там было все понятно, предельно ясно мне, как это должно выглядеть. А потом уже на площадке. Слушай, я вот сейчас научился, не пользоваться раскадровками. Я сейчас не люблю раскадровки. То есть всю жизнь, сколько работал, раскадровки, это нормально, это помогает. Но без этого многие считают, что не то, что сложно, что без этого вообще нельзя. Да, это людям на площадке сложнее, но лично для себя я увидел то, что от этого как-то становится, знаешь, живее. Вот ты по раскадровке снимал, вот снимаешь и снимаешь. Вот 1, 2, 3, 4, все нормально, все хорошо идет, да. Но что-то вот нету в этом вот прямо вот хулиганства, да, живости, вот ничего такого нету. И то есть и в этом фильме я решил: а давай, ребят, мы вот так, вот эту сцену снимем так, а потом в любой момент мы можем повернуться в другую сторону и сказать: а вот давай вот сюда, все. И в этом есть драйв, в этом есть кайф. Актеры у тебя посвободнее в этот момент. Это очень сильно помогло. Хотя все остальные ребята, кто участники производства, они так на меня смотрели и говорили: просто Зря. Вот так смотрели. И все. Ну, судя по всему, получилось, потому что кассовые сборы говорят сами за себя. Ну, наверное, да. Слушай, я не знаю. В какой-то момент, когда мы уже вышли на постпродакшн, на монтаже, я увидел примерную первую черновую сборку. Но в какой-то момент уже на стадии звука я уже не чувствовал, вообще не понимал фильм. То есть, что в нем не так? Настолько глаз замыливается. То есть, по-хорошему, мне бы на постпродакшене отойти на месяц от этого материала, через месяц прийти, взглянуть на него и так далее. А так как ты постоянно смотришь его, я брал этот
фильм с собой и там ночь подряд у себя дома на телевизоре просто пересматривал. Насколько ты болезненно реагируешь, если вдруг твои коллеги тебе говорят, что что-то не так? Я ненавижу, наоборот, таких вот этих авторитарных режиссеров. Я, допустим, знаю режиссеров, которые Так делают. известных российских, допустим, даже, они на площадке, ну, вот так сидят, работают, ничего никуда не двигаются, но вот так сидят, такие, ну, блин, ребят, ну, это какая-то хуйня, ну, сделайте что-нибудь там, ну, вот сделайте. И когда вот так произносят им на протяжении, там, 6 часов, вся команда входит в какой-то такой транс, и они начинают что-то там делать прям вот такое. И там действительно что-то получается. Но это у человека свой метод. Есть, которые прям носятся там, орут, кричат. Вот когда свое свободное кино, когда у меня, допустим, меня не давляет то, что у меня смена, что у меня там... Листы КПП вокруг летают. Да. Я чаще всего стараюсь быть свободнее. Типа, давайте не спешить, давайте все нормально. Вот у нас на съемочной площадке первую неделю мы страдали от того, что собралось огромное количество творческих людей. Постоянно под локоть тебя пихают. Может, так сделаем? Типа такого, да. И в этом была огромная сложность. Всех заткнуть. Приходилось просто. Заткнулись все, слушаем меня, идем дальше. Да, это все прекрасно, что вы предлагаете, все отлично, замечательно. Но игра у нас такая, то, что мы должны слушаться меня. Борис Хлебников говорил, слушай, никогда не слушайте этих ублюдков, которые у тебя на плейбеке вот рядом с тобой стоят, и их реакцию не слушай никогда. Просто сам слушай себя. Вот там, в большом производстве, где я работал, ты там действительно, у тебя нету на плейбеке никого, кроме тебя, возможно, художника и оператора. В нашем кино у тебя вся съемочная команда вот так за тобой, и все орут, там что-то предлагают. Ты сказал стоп, сам хочешь сейчас собраться с мыслями, подправиться, но тут все вот так несется, что нереально. В этом была огромная сложность, и слава богу, ребята, которые работали, они потом уже через неделю все, в принципе, поняли, что это все плохо, и стали самоустраняться. То есть, есть свое мнение, держат при себе. Но я не авторитарный. Да. Маленький Ким Чен Ын сидит, говорит не авторитарный. Добрый день, сигнализация работает. А ты влёгнейна. С охранником это последним это. Расскажи про свое обучение, потому что ты уехал, кинул нас здесь всех, уехал в Москву учиться в Московскую школу кино, да? Нет бы уехать на 2 года, как это все люди делают после школы, ты решил подождать 10 лет. Расскажи, чем это для тебя обернулось? Это очень смешно, да. Особенно слыша того человека, который уехал и вернулся. Я надеюсь, что в скором времени я вас покину, наконец-таки. Самое главное, то, что это было мне действительно нужно. У меня было полное ощущение, что это нахер. Я ошибаюсь, что я очень-очень сильно ошибаюсь, что, возможно, вообще оно не нужно. Слава богу, что все мои ожидания оправдались, и даже лучше стало от этого. Мне нужна была эта перезагрузка на 2 года. Я имею в виду в плане режиссуры, именно режиссуры. Общие предметы, вот это все, это, это все, конечно, хорошо, но именно столкнуться с мастерами, Борис Хлебников и Алексей Попогребский, плюс у нас Денис Клюлеев, плюс школа Разбежкиной, это прям то, что нужно было. Знаешь, когда я переехал, вот слава богу, у меня как-то я себе поставил задачу такую, я себе представил, что шага назад нету. У меня никогда в жизни не было Якутска. Вот некуда мне ехать обратно. Все, я здесь и сейчас. Вова Мункуев, который стоит на 3-м транспортном кольце и не может понять, куда идти. И, слава богу, я в этот момент такие цели, задачи себе поставил, и мне это очень сильно помогло. А с другой стороны, вот сюда сейчас прилетев, меня так засасывает. Так, стоп, так нельзя говорить. Да, все те же старые друзья, новые знакомства, алкаши какие-то рядом обитают. Да вот этот фильм, то, что я придумал, самое главное, я хочу сказать спасибо, наверное, самому популярному паблику в Инстаграме Якутии, это Крим Якутия. И я вдохновлялся только им. Что тебя вдохновляло, помимо паблика «Криминальная Якутия», в работе над сценарием? Колокола.
Слушай, я писал как раз-таки сценарий вот в ту самую июльскую, вот эту июньскую жару, когда в первый день я туда заселился, я не заметил, что нету штор. Я писал сценарий что-то где-то часов так, до часу, лег спать, и в 3 часа меня так сжарило в этой квартире, вот просто до невозможности. Я подскочил, позвонил Вите, сказал: Витя, покупай пленку, шторы, все, что хочешь, тащи матрасы, будем забивать эти окна. И Витя сказал: нет. Ты должен страдать. Только в страдании рождается настоящее творчество. да, я стоял как в фильме «Пекло», знаешь. И в 6 утра, по-моему, кажется, в 6 утра, каждое утро колокола, перелив такой. Тун-тун-тун-тун. Я такой: господи, где я? В Твери? Нет, это же Якутск. Колокола. А потом они повторяются где-то часов 8, а потом в 10, а потом еще что-то. И это было классно. Но ты теряешь время, ты теряешь вообще понятие, где ты, кто ты, зачем ты, почему ты. И вводишь сам себя искусственно в этот транс. Сидение 2 недель в этой квартире было 5 вариантов начала, даже где-то 6. Как начнется этот фильм, о чем он будет. И все они ушли на смарку. И в итоге фильм написался за 3 дня. Ну так, это нормально. То есть ты все это время сам себя вводил в транс, говорил: нет, это не то, не то, не то, не то, не то. И в итоге родилось вот это. Бутлегер булухари. Алатығы. Короче, эбеттен кеһалавут, аргыны уны кеһады булут. Мақтап отыр абыққыда. Қачу? Претензия бар да. Ду проблема көрдігітті. В общем, я проконсультировался с нашими внутренними органами на тему, какая действительно у нас криминальная обстановка в Якутии, что сейчас самое главное. И тогда мы общались, они сказали, что самая главная проблема сейчас в Якутске – это наркотики. Это прямо проблема номер 1 и все такое. И я услышал одну историю, которая меня зацепила, про, кажется, их называли «Сасарская банда». В общем-то, было 3-4 человека, примерно нашего с тобой возраста, то есть это не совсем молодые, и они вместе объединились под эгидой, что мы будем против наркотиков, и начали ездить по барыгам, конкретно трясти людей, там прям говорили прецеденты, что они заходили домой, вывозили людей в лес и так далее. Все это под эгидой, что мы против наркотиков, но в конце концов, как мне сказали, эти ребята сами начали употреблять, в какой-то момент их и накрыли. Ну, классная история, она меня зацепила. Я ее начал расписывать, и она правдивая. Начал расписывать, и понял, что это абсолютно другой фильм. Это, ну, прям криминальная драма. Не комедия. Это не комедия, да. И то, что мне продюсер скажет: Володь, ну, слушай, это не то. А история интересная. У Гая Ричи была такая ситуация, что он сам проживал все эти моменты. Он прекрасно знал жизнь британской криминальной тусовки, если можно так сказать. Сколько ты хорошо знаком с якутским криминальным миром и насколько ты глубоко в него интегрирован? В сравнении с Гаем Ричи, ну, это, конечно, очень льстит, но нет. Если сейчас тоже говорят там: слушай, ну ты якутский Гай Ричи, ты якутский Гай Ричи. Нет, абсолютно нет, конечно. Конечно, нет. Если я якутский Гай Ричи, то у меня должна быть якутская Мадонна с женой, наверное, какая-нибудь. У тебя должен Сахая. Қая барат? Ескі қахан бері аған? Тотодут тыгынчете өте. Ол бәғаға тұтты ғанчаты. Расскажи, чем ты еще вдохновляешься, когда работаешь, снимаешь? В первую очередь музыка, литература, кино, все, что... Ну, главное — жизнь, мне кажется. Вот сейчас я больше всего опираюсь на опыт документалистики. Сейчас я очень сильно жалею, что в Якутске потерял много моментов, когда нужно было снимать. Я прям вот смотрел и чувствовал: это офигенная документалка. И именно я говорю не про ту документалку, куда-то на север уезжать там или еще что-то, а именно в Якутске. Взять хотя бы одну нашу просто переправу летом. Это прекрасно. То есть тебя в первую очередь такой человеческий фактор в этом интересует? Конечно. Главное же это человек. Ну, нет, наверное. Ну, для кого-то нет. Вот ты сволочь, которая просто смотрит там какие-то жанровые фильмы, который не понимает российское кино. Какой российский фильм у тебя любимый? За последнее время. Даунхаус $8,5. Это когда было? Я тебе говорю, за последнее время. За последнее время, ну дай подумать. На самом деле я не так, чтобы часто смотрю российские фильмы. Вот, а в чем твоя проблема? Проблема в том, что я редко смотрю фильмы в целом. Из последнего «День радио», да.
День радио. Вышел 10 лет назад или около того. Понятно, хорошо. 3 группы, которые вдохновляют тебя больше всего. Музыкальный. Да. Для каждого отдельного проекта я слушаю отдельно. Ну, вообще, под любую жизненную ситуацию я пытаюсь подобрать саундтрек. Допустим, вот для фильма «Волого то» у меня до сих пор плейлист. Я все лето сидел, слушал якутскую эстраду 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов. А до этого, слушай, вот эти 2 года в Москве для меня лучший саундтрек вообще для Москвы — это группа «Кровосток». Я переоткрыл для себя Летова, гражданского обороны. То есть для меня это было, ну, школьные времена. Как бы, ну да, все мы слушали тогда в те школьные времена и как бы и так далее. А тут я его заново для себя переоткрыл. Это супер круто. 3-я группа Black Rebel Motorcycle Club, наверное. Как это правильно произносится по-английски? Black Rebel Motorcycle Club. Да, я как-то их для себя очень случайно открыл. И, ну, не сказал бы, что впечатляет. Ну, такое. Как спросил про вдохновение, а его эта группа даже не впечатляет. Ну, понятно все. Не знаю. Ну, и для меня вот 2 пока на данный момент. Ну, хорошо. Это И 3-я группа, ну, может быть, которая самый серьезный в тебе вызвала эмоциональный отклик за все время. За все время нету, наверное, такого. Нет, вру. Есть Pink Floyd. Я помню, я слушал, у меня был старый кассетный магнитофон, у всех был старый кассетный магнитофон, и когда-то мне родители сказали: ну все, сын, они увидели, насколько я часто слушаю музыку, давай мы тебе купим нормальный музыкальный центр. На тот момент это было круто. Мы поехали, это было на мое день рождения. Кстати, у меня день рождения через 2 дня. Я знаю. Можешь подарить мне что-нибудь? Просто оповещение ВКонтакте, не то чтобы я старался это запомнить. И мне тогда купили музыкальный центр, и к нему в подарок шло 3 CD. На выбор 3 CD. Я кассетами пользовался. CD, вы что? Я выбрал на тот момент ППК. Потому что... Тогда было модненько. Нирвана. Ну, Нирвана для меня уже была как бы, ну, это по умолчанию. И вот тут вдруг Pink Floyd. Dark Side of the Moon. Я просто вот так взял для себя, как бы не знаю, что это, почему это. Включил, и все. Pink Floyd — это навсегда. И это было сколько тебе лет? 12, наверное. 13. Что-то такое. В 12 лет пристрастился к Пинк Флойду, и вот результат. Волого-то. Именно об этом я и говорю. Ты куда смотришь? Он на тебя стрелял. До сих пор даже на него смотришь. Хорошо, поговорим тогда о книгах. Вот этим летом, кстати, во время написания сценария я еще читал и вдохновлялся Буковски. Чарльз Буковский. Я еще для себя, оказывается, пропустил фильм «Пьянь» с Микки Рурком. Впервые его для себя открыл. Офигенное кино. Микки Рурк там просто великолепен. В принципе, для меня самое главное, я что люблю, Шукшин. В литературу погрузился после Уэллса, Герберт Уэллс. То есть «Первые люди на Луне» и так далее, и фантастика. Я вообще мечтал бы снять фантастику. Это офигенный жанр. Я люблю вообще фантастическое кино. Стругацкий тоже. Когда-нибудь в жизни, если у меня... Будет много денег, Да не то, что много. Если мне дадут шанс и так далее, я бы хотел снять что-то очень фантастическое, интересное. И мне всегда нравилась фантастика не та, которая фантастика фэнтези, а именно основанная на реальности. И в нашей реальности происходит что-то интересно вычурное, которое для всех это норма. И все хорошо. Что бы ты посоветовал прочитать всем и каждому? Уголовный кодекс Российской Федерации. А Конституцию? Конституция, она сейчас не так важна, а вот Уголовный кодекс... Но, тем не менее, художественная литература, которую бы ты посоветовал прочитать всем и каждому. Многорукий бог Далайна. Лонгинов? Серьезно? Это единственный раз, когда Владимир Манкуев меня удивил. Что? Почему? Почему не «Свет в окошке» его же? После этого произведения я был в таком приятном шоке, и это было очень продолжительное время. Даже до сих пор вспоминаю его. Вот это, кстати, одна из больших мечт — воплотить бы это произведение. Экранизировать «Многорукого бога Далайна».
Да, это было бы просто, но это, наверное, невозможно, не под силу, я не знаю. Ну, это на самом деле очень амбициозная идея. Да, я тут не Кэмерон и не Андрей Савич. И я бы не смог бы никогда в жизни этого сделать. Мама. Итан бүтерен деланың урхаджабын. Чувствуешь ли ты, что вот во всех своих работах до этого ты не высказал что-то, что хотел высказать? Ой, я вообще не стараюсь не высказываться. Кто я такой, чтобы... Ну, рассказать то, что хотел рассказать. Да, абсолютно. Волова то там даже, я считаю, что там где-то 5-10% из моего, то, что хотелось бы высказать. Больше кайфа получаю от того, что я пишу. В будущем как-то я себя вижу, возможно, я пойму, что кино мое все-таки у меня получается плохо, и попробую перейти в писательство. Потому что это круто, тебе ничего не нужно. Ты вот сел и пишешь. Тебе не надо собирать актеров. Нету людей за плечами. Не надо свет выставлять, камеры ставить. Ты просто... Вот эта вся фантазия в твоей голове, сидишь и пишешь. И я кайфую. Вот мой самый любимый момент как раз-таки в кинопроизводстве — это написание сценария. Самый кайф. Кем ты себя видишь через 10 лет? Через 10 лет. Через 10, через 20, через какой-то длинный промежуток времени? Я не знаю, что завтра будет, кем я буду, что я буду. Нет, понятно, знать никто не знает. А вот видишь, представляешь... Мечтаешь. Да, мечтаешь. Сложный сейчас для меня вопрос, потому что я сам сейчас нахожусь в каком-то таком жизненном состоянии, что я не могу определиться, где я, кто я, почему я. То есть у меня сейчас такие скосы шли. Да, в Якутске, да, мы сняли сейчас кино, вполне успешное, можно, в принципе, хорошо работать, продвигаться дальше. Вообще я не нашел себе еще места, я не знаю, где бы я мог быть, присутствовать, находиться. И... Ну, ты не думаешь, что это нормально? Это нормальное твое состояние души, что ты не знаешь, где ты хочешь находиться? Да я смотрю даже на своих сверстников, одноклассников, да, у кого-то есть машина, там бизнес, квартира, как-то они живут, там все это делают, а я какой-то вот... Ты хочешь И все мне говорят: ой, ты же творческий. Ну и что творческий? Ты хочешь машину и бизнес? Нет. Ну вот. Допустим, если бы тебе пришлось писать рассказ про себя в будущем, что бы ты описал? Темно, сыро и страшно. Ну, это можно было бы, в принципе, закончить интервью, но нет. Не, я сейчас что-то ты меня вбил, вот это состояние хорошее. Сейчас у нас радостно не получится. А я тебя сейчас добью. Ты счастливый человек? Очень долгое время я себя чувствую несчастливым человеком. На это есть свои причины, обстоятельства. И... Ну, что такое счастье? Счастье бывает, оно же вот, буквально чуть ли не доля секунды. Ты так, оп, и все. А потом вернулся в обычное состояние. Что-то я зря обрадовался, да, там. Да, бывают эти вспышки, всплески, но прям мега счастливым, вообще счастливым я себя не чувствую. Ну, а что бы ты определил как счастье для себя? Не знаю. Счастье, наверное, в том, что я для кого-то оправдал возложенные на меня ожидания. В общем, для близких людей, если бы я сотворил то, что они бы хотели, то, что они ожидали от меня. Наверное, так. И что лучшее в жизни? Что лучшее в жизни? Это отсылка к Конану с Арнольдом Шварценеггером. Я не знаю. Смерть? В общем, мы можем понять, что большей частью не якутская эстрада повлияла в этом году на Владимира Мункуева, а Чарльз Буковский. И это, конечно, прискорбно. Главное — это развитие, наверное, для человека. Не стоять на месте, пытаться ставить для себя какие-то новые планки, прыгать, не останавливаться на том, что есть. Скучно быть довольным самим собой здесь и сейчас. Просто понимать, трезво оценивать себя на данный момент. Кто я здесь, я сейчас, в чем мои минусы, в чем мои плюсы, и работать над этими минусами и идти дальше. Я достаточно позитивно тебе заканчиваю передачу. Дамы и господа. Американская не где бы курдыкинилер, балдар, да.
Қалай келерілі? Ақалар кейін ұсталар, что ли? Сегодня с нами был Владимир Мункуев. Спасибо тебе большое за интересное интервью. Дорогие друзья, если вы еще не ходили в кино на фильм «Воло», то обязательно сходите. С вами была программа «Ветви». Всем пока. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.